Здравствуйте, дорогие участники Олимпиады! Сегодня жюри приветствует вас и начинает анализ всех заданий Олимпиады. Начнем с первой задачи для 9 класса. Валентина Федоровна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, участники Олимпиады. Предоставляем ответы на задание задачи номер 1, 9 класс. Для названия береговой зоны, которая затопляется морской водой во время прилива и осушается во время отлива, есть определенный термин. Как называют приливно-отливную зону? Ответ должен быть литораль или осушка. Оценивалась 1 балл. В приливно-отливной зоне формируются особенные ландшафты. В таблице показаны 3 разновидности таких ландшафтов. Напишите, как называется каждый из них, а также укажите характер растительности, если она есть. Представлены рисунки. Рисунок под номером А это ватты, рисунок под номером Б марши и рисунок под номером В мангры или мангровые леса. Каждый оценивался в 1 балл. Ответы на наличие характера растительности. В ваттах растительность отсутствует, расценивалось 0,5 балла. В марше присутствует травянистая галофитная растительность или травы, или предусматривается ответ травянистые галофиты. И в мангры или мангровые леса древесная растительность или лесная растительность или леса. Ответы оценивались в 1 балл. Как ландшафт Б называется на североевропейской России? Называется Лайда. Оценивается в 0,5 балла. Видно, что это не оловые процессы, потому что вода, вот, то есть ветер здесь не может указывать свою деятельность и работу, поэтому процесс называется аккумуляция или накопление ила и песка, то есть закрепляется береговая линия, накапливаются осадки. Оценивается ответ 0,5 балла. В каких климатических поясах преимущественно формируется ландшафт В? В субтропическом, тропическом и экваториальном. Можно было отвечать в субтропическом и тропическом, но учитывался ответ, если был субэкваториальный пояс. Вот. Ну, тут в ответах не предусмотрено, но мы такие ответы тоже учитывали. В 1 балл вот, оценивался ответ. Какой фактор способствует формированию ландшафта В на побережье Бермудских островов и в Новой Зеландии, то есть за пределами основного ареала распространения? Ответ – теплые течения или теплые океанические течения. Температура воды должна быть более 20 градусов. Ответ оценивается в 1 балл. Назовите 3 страны мира с самыми обширными территориями, занятыми ландшафтом В. Это Индонезия. Требовалось указать обязательное первое место, оценивалось в 1 балл. Ну а также страны по площади занимаемых ландшафтов. Это Бразилия, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея, Австралия, Мексика, Нигерия, Мьянма, Венесуэла, Филиппины. То есть за указанные любые 2 страны по 0,5 балла. Всего за этот ответ предусмотрено не более 2 баллов. С 1980 года площадь ландшафта В сократилась на 20%. Перечислите 3 основные фактора этого процесса. Ну, для ответа здесь предусмотрены 3 фактора, вот, а можно было ответы даны в виде 4 факторов, то есть любые из 3. Первое – это сведение или вырубка мангровых лесов для заготовки древесины с любыми целями, или сведение мангровых лесов ради развития сельского хозяйства, то есть возделывания культуры, перевыпад скота и аквакультуры. Второй фактор – сведение мангровых лесов под застройку и развитие инфраструктуры, в том числе для развития туризма. Третий фактор – это загрязнение вод Мирового океана или вод поверхностного стока нефтепродуктами и химическими веществами, или сокращение поверхностного стока. И четвертый фактор – подъем вод Мирового океана. За 25 лет уровень Мирового океана поднялся на 7,5 сантиметра по данным Парижского доклада 2016 года. То есть, если названы были любые этих 3 факторов, то оценивается 1 балл. Ну, если 1 фактор, значит 1 балл, если 2, то 2 балла и так дальше. Максимум 3 балла предусматривалось за данный вопрос.
Какова связь между сокращением площади ландшафта В и снижением объема вылова рыбы в промысловых районах океана, расположенных в тех же климатических поясах, что ландшафт В? Ответ. Для многих промысловых видов рыб тропических областей мангровые леса являются местом нереста или кормления молодей. То есть это естественные кормовые угодья для молодей. Поэтому сведение лесов приводит к снижению продуктивности рыбных ресурсов. Ответ оценивается на 0,5 балла. Итого за всю задачу 15 баллов максимум. Вот. Дальше задача так, переходим к задаче номер 1 для 10-11 класса. Данная задача была иллюстрирована. На листе вкладки были отображены характеристики стран, занимавших в 2017 году первые 10 мест в мире по стоимости экспорта одного из самых распространенных продовольственных товаров. Обращаем внимание не просто товаров, а продовольственных товаров. Размер кружка пропорционален стоимости экспорта данного товара за 2017 год. Кружки, соответствующие странам с отрицательным сальдо торгового баланса по нему, заштрихованы. Ось X – коэффициент концентрации экспорта. Чем больше стран-импортеров, тем его значение ближе к нулю. Если товар поставляется только в одну страну, коэффициент равен единице. Ось Y – среднее расстояние до стран-экспортеров, рассчитывается с учетом стоимости экспорта в каждую из них. Приведены были страны Бразилия, Германия, Индия, Куба и Таиланд. Обозначены они на рисунке цифрами. Нужно было проанализировать рисунок и ответить на следующий вопрос. По этой группе стран очевидно, и мы можем сразу догадаться, что продовольственный товар – это сахар. Ну и страны-экспортеры этого товара обозначены на рисунке цифрами 1,5. Обратите внимание, 1 Куба, 2 Бразилия, 3 Индия, 4 Таиланд, 5 Германия, по 1 баллу за верную страну. Итого 5 баллов. Может, мы вначале покажем, Валентина Федоровна, ту диаграмму, которая дана, все же. А потом уже вернемся по странам по виду сырья. Ну, вы все прекрасно знаете из курса географии, что сахар можно получать из сахарного тростника и получать из сахарной свеклы. Вот обратите, пожалуйста, внимание. При изучении вы обращали внимание, что наибольшее количество в товарообороте занимает Бразилия. Поэтому она, соответственно, отмечена здесь цифрой 2, как мы уже говорили. Да, Бразилия поставляет сахар во многие страны мира. Чуть позже мы об этом отметим. Под цифрой 1 это Куба. В прошлом это сахарница Соединенных Штатов Америки. А в дальнейшем считалась долгое время сахарницей Советского Союза. По объемам и по экспорту на втором месте Таиланд. Если Бразилия 45% экспорта дает, то Таиланд 11%. Понятно, по кружкам очевидно, что это цифра номер 4. Обратите, пожалуйста, внимание. Отмечены тут также некоторые страны, в виде Мексика, Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты. Ну и поэтому оставалось еще указать несколько стран. Вы видите здесь под цифрой номер 5 это Германия. По сахарной свекле чуть позже мы скажем, это северная культура, а все же сахарный тростник, тропическая культура, требуются более высокие температуры для производства. Ну и третья Индия. Это, как говорится, не до жиру, быть бы жиру, потому что население такое огромное, необходимо и для своей страны. Поэтому в экспортном отношении здесь сальдо, как мы уже говорили, является отрицательным. Теперь вернемся непосредственно уже к пояснению наших вопросов. Так, если вы все страны определили верно, как мы уже говорили, то значит и там мы говорили, оценка шла непосредственно за каждую страну правильную в 1 балл.
Какая из стран, входящая в первую десятку мировых лидеров по стоимости экспорта этого товара, не является его производителем? И здесь, соответственно, Объединенные Арабские Эмираты. Не всегда страна, которая выращивает ту или другую культуру, является и его значит, крупнейшим экспортером. Какие основные виды сырья используются для производства этого товара в остальных 9 странах? Здесь приведены примеры. И посмотрите, пожалуйста, на сахарный тростник 0,5 баллов. И указаны страны: Бразилия, Таиланд, Куба, Гватемала, Мексика, Индия, Мьянма, Франция — это заморские только департаменты. 8 стран 2 балла, 7 стран 1,5, 6 стран 1 балл, 5 стран менее, оценивалось 0,5 балла. Ну, я уже сказала, что сахарная свекла — это культура умеренного пояса. Франция и Германия, одна из этих стран была представлена, и, соответственно, 2 страны 1 балл, 1 страна 0,5 балла. Государства какого крупного региона мира в основном экспортируют этот товар из страны? Обратите внимание, 5, опять это Германия, это, конечно, соответственно, Европа, ближайшие соседи. Или принимался ответ Западная Европа, зарубежная Европа, и оценивалось это в 1 балл. Так, а далее посмотрите объяснение. Почему у страны 1, а страна 1 Куба, значение коэффициента концентрации экспорта значительно ниже, чем у Мексики, а среднее расстояние до страны импортера самое большое? Страна 1 Куба, исторически главным рынком для кубинского сахара были Соединенные Штаты Америки. Я уже говорила об этом. Но в силу экономической блокады этот рынок для нее был закрыт. В то же время рынок США крупнейший для Мексики, соседа и одного из главных торговых партнеров этой страны, куда и направляется основной объем экспорта мексиканского сахара. Куба поставляет тростниковый сахар, сахар-сырец в Китай, Россию и ряд других зарубежных стран Европы. Чем объясняется низкое значение концентрации экспорта? Основной импортер кубинского сахара – Китай. Расстояние до России, Румынии и других европейских стран, покупающих кубинский сахар, также велико. Поэтому у Кубы самое большое среднее расстояние до стран импортеров. И вот за такой полный ответ 3 балла. За всю задачу непосредственно 15 баллов. На что бы я хотела обратить внимание, когда вы будете готовиться к дальнейшей Олимпиаде на следующий год? Обратите, пожалуйста, внимание на атласы, особенно новых изданий, и коснитесь, пожалуйста, тех таблиц, которые даются в них. Это прежде всего крупнейшие страны экспортеры, крупнейшие страны импортеры, производители с высокой долей концентрации того или другого производства. Потому что это, соответственно, бывает на каждой Олимпиаде. Переходим к задаче 2. Она была одинаковая для 9 и 10-11 классов. Звучит она следующим образом. На рисунке 2 лист вкладка представлены графики многолетней динамики минимальных за летний-осенний период расходов воды и соответствующих им уровней воды для реки Ока по данным наблюдения на гидравлическом посту Кашира, а также динамики годовых и сезонных сумм осадков в среднем по водосбору Оки выше Каширы. Значит, первый вопрос. Назовите фазу водного режима, для которой характерен минимум расхода воды в теплый период года и преобладающий в течение данной фазы тип питания реки. Предусматривается ответ. Фаза водного режима – это летняя-осенняя мижень, допускается также летняя мижень, и просто мижень не допускается. Такой ответ должен был оценен в 1 балл, но наше региональное жюри не согласилось с таким ответом, так как даже мижень было ответов мало. И вот не согласилась, что мижень не допускается, и был задан вопрос в Центральную предметную комиссию города Москвы. То есть я вам сейчас покажу ответ. То есть засчитаны были, вот мижень тоже ответ был учтен. Так, вот. Вот, был
региональное жюри отправило просьбу уточнить критерии оценивания олимпиадных заданий по следующим вопросам. Ну, мы пока вот этот вопрос, который касается данной задачи. Задача 2, пункт А. Почему не допускается ответ мишень, а только летняя осенняя мишень или летняя мишень, если в формулировке вопроса уже указано, что минимум расхода воды в теплый период года. То есть ни один участник Олимпиады не ответил летняя осенняя мишень или летняя мишень, а встречается только ответ мишень. Не можем мы ли оценить этот ответ в 1 балл или хотя бы 0,5 балла. Вот. И вот ответ Центральной предметно-методической комиссии города Москвы. Данный элемент ответа не только дает представление о знании учащимися режима реки, но и нацелен на выявление внимательности и собранности. Ведь у нас не просто контрольная работа, а олимпиада школьников. Сама фраза «в теплый период года» является подсказкой, что это летняя мишень, ведь еще есть и зимняя. Но в данном случае у вас сформировано компетентное жюри. Если все члены жюри решают, что ответ мишень частично правильный, в жюри нет сомнения, что участник Олимпиады отвечает, так имел в виду именно летнюю мишень, так тому и быть. Поэтому вот получили мы ответ и поставили, кто дал ответ мишень, тоже учли данный ответ. Так, вопрос Б. Определите, насколько в процентном отношении изменились значения расхода воды и средней суммы осадков за последние 3 полных десятилетия, 1980-2010 год относительно середины 20 века, 1940-1970 годы. То есть графики сейчас мы вам сначала покажем, как надо определять. Так, необходимо было вот эти квадратики, центр квадратиков определить более точно, вот наиболее точно, сколько составляет расход 3 квадратика, и взять их среднее значение. Ну, это где-то вот, как члены жюри рассчитали, средний расход был за эти 3 десятилетия с 40 по 70 год 122,9 метра кубических за секунду. Потом определить расход с 80 по 2010 год. Это вот здесь значение, здесь и здесь. И получается средний расход из этих 3 значений 179,2. Найти надо было между ними разницу. То есть отнять от большего меньшее. Получилось 56,3. Составить пропорцию. То есть 122,9 это 100%. 56,3 это их. И в результате пропорции получается ответ 45,8. Также сразу объясню по осадкам. Так, вот надо было по годовой сумме осадков рассчитать. Тоже также здесь по осадкам было более понятно, потому что здесь сразу идет вот 560. Можно более подробно. Тут идет середина 10. То есть в одной клеточке 20 миллиметров, поэтому здесь вот там 625 видно и так дальше. И получилось, что за 40-е 70-е годы осадка выпало 1790 миллиметров среднее значение, и за 80-е год 1943. Разница между ними составила всего 153 миллиметра. Также составляется пропорция 1790 миллиметров это 100%, 153 миллиметра x%. И в результате вычисления получаем цифру 8,5%. Так, вернемся к ответам. Так, значит, какой предусматривает ответ? Изменение расхода воды. Ответ 46%, то есть 45,8 рублей 46. Допускался ответ от 36 до 56%. Вот. Ну, при правильном и скрупулезном вычислении можно было вот цифру близко к этой получить. Ответ оценивался в 1 балл. Изменение сумм годовых осадков 8,5%. Допускался ответ от 6 до 11%. Оценивался тоже в 1 балл. Так, я пропустила преобладающий тип питания, надо было назвать грунтовое, оценивался 1 балл. Ну, если кто назвал подземные, были такие ответы, тоже оценивался, конечно, правильно, то есть 1 балл.
Пункт В. Объясните, как наблюдаемое увеличение сумм осадков и их сезонного распределения в бассейне Оки связано с глобальными климатическими изменениями. Ответ. Глобальное потепление климата приводит к увеличению сумм осадков в умеренных широтах. 2 балла предусматривалось за указанную формулировку или синонимичную по смыслу. Если указано просто глобальное потепление, то 1 балл. Если указано увеличение осадков при потеплении без указания региона, 1 балл. Так как осадки увеличиваются не везде, в тропиках напротив, они уменьшаются. Максимум ответа за данный пункт 2 балла. Ну, в умеренных широтах регион никто не называл, но большинство правильно ответили, что это глобальное потепление, что осадки увеличиваются. Вот. Получили соответствующую оценку. Какую при этом роль играет зависимость влажности насыщения от температуры воздуха? Ответ. Влажность насыщения увеличивается с ростом температуры. Поэтому чем теплее, тем больше водяного пара может содержать воздух. И тем больше может выпасть осадков. То есть за указанную формулировку предусматривалось 2 балла или синонимичную по смыслу. Пункт Г. Увеличение летних минимальных расходов воды происходит на фоне увеличения зимних и годовых сумм осадков. Однако летние суммы осадков не увеличиваются. Какое фундаментальное свойство гидрологической системы иллюстрирует такая динамика сумм осадков и расходов воды? Ответ предусматривался инерционность. Это был сложный ответ. Вот. То есть, или объяснение словами того, что выпавшие осадки могут доходить до реки со значительной задержкой. Ответ такой оценивался в 1 балл. Как она связана с режимом питания реки? То есть здесь же была как бы подсказка, что ответ был женского рода, инерционность, она. Вот. Межень питания реки обеспечена грунтовыми водами. От выпадения осадков до их попадания в грунтовые воды проходит значительное время. Поэтому уровень грунтовых вод летом зависит и от суммы осадков, выпавших зимой в виде снега, доставившего весной. Вот. В зависимости от формулировки на этот вопрос предусматривалась оценка до 2 баллов, насколько близок был ответ к данному. Пункт Д. Уровень воды в реке в общем случае определяется ее расходом. Чем больше расход, тем больше уровень воды. Однако графики на рисунке 2 или вкладка показывают разнонаправленные многолетние изменения этих двух величин. Каким образом деятельность человека повлияла на эти изменения? Этот ответ был очень сложным, как и вопрос. Правильно на него не ответил ни один участник. Вот. Ну, это надо знать специфику региона, вот, так как мы не проживаем тоже в данной местности. Предусматривается ответ добыча песчано-гравийной смеси в русле реки или добыча песка. То есть 1 балл, если указан там вид деятельности, или указано, что добыча велась непосредственно в русле. То есть максимум за данный ответ 1 балл. Укажите период наибольшей интенсивности этого вида деятельности с точностью до десятилетия. Допускался ответ в пределах 1950-1970 годы. 1 балл. Укажите сопряженный с этой деятельностью вид русловой деформации. Вот. Ответ должен быть, так как песок убирался, да, то есть происходило врезание в глубину, то есть вертикальное врезание русла или врезание русла. 1 балл. Укажите основной экономико-географический фактор, способствующий развитию этого вида деятельности на данном участке Оки. Близость к потребителю, ну или объяснение своими словами про близость к московскому мегаполису, где вследствие активного строительства большой спрос на песок и гравий. 1 балл. Ну вот кто отвечал, это потребительский фактор и так дальше, то есть близкий ответ, и получили по 1 баллу. Ну этот вопрос большинство ответило. В целом за данную задачу максимальное количество баллов 15. Задача номер 3. Организация Объединенных Наций рекомендует статистическим службам крупных государств при подготовке к переписям населения проводить пробные выборочные переписи. В 2018 году для такой репетиции в кавычках вы видите, будущей всероссийской переписи было выбрано 10 территорий. Суммарная численность населения примерно 550 тысяч человек. Данные территории расположены в 9 субъектах Российской Федерации. Перечислены в таблице они все вот в дальнейшем. Сейчас мы увидим их.
Назовите эти субъекты, запомните пустующие ячейки таблицы 1, зная, что две территории находятся в пределах одного субъекта, и ответьте на дополнительные вопросы. Была представлена таблица, и участникам необходимо было указать субъекты Российской Федерации. Надо отметить, что в одной из работ были указаны вместо субъектов Федерации, допустим, Иркутская область, Иркутск, вместо Новгородской области, там или еще какой-нибудь. То есть, видимо, участник плохо знает субъекты Российской Федерации. Ну, давайте теперь посмотрим эти субъекты. Муниципальный район под цифрой 1, Хангаласский, Улус. Обратите внимание на название Улус. Они встречаются у нас в Сибири. Это Республика Саха-Якутия. Алеутский муниципальный район, Камчатский край, город-округ, город Минусинск, Красноярский край, Минусинская котловина, известная, наверное, вам по географии еще и физической, где даже выращивают яблони и многие южные культуры. Нижнеудинский муниципальный район и следующий за ним идущий пятый, Катанский муниципальный район, это Иркутская область. Городской округ Великий Новгород, Новгородская область. Поселок городского типа Южно-Курильск, уже подсказка Южные Курилы, Южно-Курильск, Сахалинская область. Эльбрусский муниципальный район, тоже подсказка Эльбрус, самая наивысшая точка нашей России, это Кабардино-Балкарская республика. А следующие по цифре 9 и 10 уже были приведены, как Москва и Санкт-Петербург, поэтому они не учитывались. По 1 баллу за ячейку, и всего, как вы видите, тут можно было набрать максимум 7 баллов, так как в одном субъекте Российской Федерации цифра 4, посмотрите, относится и цифра номер 5. Далее, следующий вопрос. Мы видим, в каком году запланировано проведение следующей всероссийской переписи населения. И вот указанный год, 2020, обеспечивал получение 1 балла. Какая доля населения России с точностью до 0,1% была охвачена предварительной переписью населения в 2018 году? 0,4%. Обратите внимание на примечание, участники Олимпиады. Принимался только точный ответ. 1 балл. Ну, а точнее, соответственно, можно было бы поделить все эти субъекты. И да, 500, непосредственно 50, это уже была для вас подсказка. Поэтому вы получили бы близкую к величине 0,37, округлив, получили бы 0,4. В каких часовых поясах проводилась эта пробная перепись? В 6 часовых поясах. Все эти пункты, если вы обратите внимание, они у нас раскиданы по различным часовым поясам. Так, дальше. Следующий вопрос. Население какой из этих территорий не могло быть учтено при проведении первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году? По какой причине? Необходимо было указать номер строки из таблицы. И, соответственно, здесь под номером, да, здесь поселок Южно-Курильск, Сахалинская область необходимо было. И причина: территория находилась в составе Японии. Поэтому и 0,5 за 7 пункт, и, соответственно, объяснение тоже 0,5 балла. Далее, для каких из 10 территорий по результатам предварительной переписи 2018 года будут установлены, укажите номер строки из таблицы, самый низкий средний возраст населения, ну, понимаете, средний возраст населения как среднее арифметическое число определяется. Все возрастные группы, все люди по возрасту складываются и делятся на количество. И здесь правильный ответ за вариант 1. Вы видите здесь, а под одним это у нас Якутия. Якутия.
2 балла. За 8 Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская республика, 1 балл. Итак, за Якутию 2 балла. Ну, вы знаете, процессы, которые влияют на рождаемость, смертность, в конечном итоге на естественный процесс. И эти процессы, которые очень и очень важны сегодня при рассмотрении вопроса населения. Далее, минимальная доля русского населения. За вариант 8 Эльбрусский, Кабардино-Балкарская 2 балла. За вариант 1 это Республика Якутия. Второе место по показателю она идет из этого списка. Имеется в виду 1 балл. Итак, за задачу 15 баллов. Участникам необходимо, конечно, прежде всего знать субъекты, в которых преобладает русское население, субъекты, в которых преобладают коренные жители того или другого региона. И, соответственно, конечно, задача не очень нова, будем говорить, по содержательной части, которая выходит на определение русского населения и так далее. Но вы знаете прекрасно, что география, наверное, нет ни одной области, куда бы ни заходила география, в том числе и связанные с такой важной технологией, как выборы. Пожалуйста, Валентина Федоровна, 4-я задача. Задача номер 4. Она была одинаковой для 9, 10, 11 класса. Но я не буду читать стихотворение, у нас предмет не литература. Все вы его видите, читали. Это у нас не хватит времени. И я озвучу только ответы. По этой задаче у нас было аж 2 вопроса. Центральный предмет на методической комиссии Москвы. Но я вначале озвучу все критерии, зачитаю, которые предусматривала Москва, а потом покажу вам вопросы, какие мы задали и что разрешили изменить. Какие критерии. Так. Как называется природное явление, которое наблюдали эти поэты? Значит, первое стихотворение Александра Пушкина надо было ответить «Белые ночи» 1 балл. И второе это «Полярный день» 1 балл. Подчеркните в списке места, в которых можно наблюдать природное явление 1, которое описано в отрывке из поэмы Пушкина «Медный всадник». Список мест. Значит, надо было подчеркнуть Аландские острова, месторождение Брент, Дворцовый мост, порт Котка. Месторождение Центральная Уха не входило, остров Рюген, порт Саутгемптон, подножие вулкана Сен-Хелен. И подчеркнуть надо было подножие вулкана Эйяфьядзля-Йокюдь. Вот. И Эресунский мост тоже не входил. По 1 баллу за каждый правильный ответ, а за каждый неверный ответ вычитается 1 балл. Тут прежде всего необходимо было помнить и знать расположение различных, вы видите, географических объектов. То, что связано с первым явлением. Те территории, которые находятся именно в зоне белых ночей. Да, так, значит, у нас по 1 баллу за каждый правильный ответ, а за каждый неверный вычитался 1 балл. Он вычитается только из баллов за данный элемент задания. То есть, если 2 правильных, 4 неправильных, то 0 баллов. 5 правильных, 3 неправильных, 3 балла. Ну, всего до 5 баллов предусматривалось. Какова минимальная и максимальная продолжительность периода, в течение которых наблюдается природное явление 2? И где должен располагаться наблюдатель, чтобы его зафиксировать? Предусматривает следующие ответы. Количество суток 2, 1 балл. Где наблюдается около 65 градусов широты, это точный ответ, оценивался в 2 балла. На широте полярного круга 66 градусов 33 минуты, это считалось менее точный ответ, 1 балл. Количество суток 191 балл. И максимальная продолжительность, где наблюдается на Северном полюсе, точный ответ 2 балла. А если на географических полюсах Земли, то есть северный и южный, то есть менее точный ответ, оценивается 1 балл, всего до 6 баллов. Обитателям перечисленных ниже поселений, как и жителям Норильска, которому посвящено стихотворение Роберта Рождественского, хорошо знакомо природное явление. Какое природное явление 2? Какой стране принадлежит поселение, где наблюдается наибольшая продолжительность этого явления? Поселение метеостанция Алерт на острове Элсмир,
поселок Баренцбург, город Барроу, поселок Диксон, город Рованиями и авиабаза Туля. Вот. Ну и правильный ответ была страна Канада, 2 балла. Вот тут надо сказать, что метеостанция Альберт на острове Оркней, это северо-восток канадского арктического архипелага, поселок Баренцбург, это Шпицберген, не относится к Канаде, поселок Диксон, Россия, далее идет город Финляндии, авиабаза Тули, это Гренландия, да, не относится, вы знаете, и поселение основано в 1910 году, поэтому вы здесь прекрасно понимаете, но однако почему-то в условиях не было, чтобы можно было бы подчеркнуть. Ну и за выход на страну Канада, вы видите, 2 балла. Так, теперь я озвучу, которые вопросы мы задали методической комиссии в Москве. Задача 4 пункта. Некоторые участники Олимпиады назвали природное явление 2, например, ответ был полярный день, полярная ночь и день, так как в стихотворении Роберта Рождественского говорится, что идет торжественная замена пространства ночи пространства дня. Наше региональное жюри согласилось с таким правильным ответом, и действительно там идет, меняется полярная ночь на полярный день. И вот идет о полярном дне. На явление полярного дня и полярной ночи 2 стороны одной медали. Снова решением жюри ответ можно считать частично правильным. Вот. Также к этой задаче еще мы не согласились тоже с одним ответом по вопросу максимальной и минимальной продолжительности явления 2. В вопросе минимальной и максимальной продолжительности явления 2 не указано с учетом рефракции или без учета рефракции. Если участник Олимпиады назвал минимальную и максимальную продолжительность полярного дня без учета рефракции, то можно ли считать такой ответ правильным? Например, это 1 сутки и 186 суток. Вот. Это мы спрашивали, да, вот, и вот ответ. Тут снова нужно вспомнить о том, что это Олимпиада. Мы оцениваем знания зачастую выходящие за рамки школьной географии. Оценивается именно знание рефракции, поэтому ответ без ее учета не может считаться правильным. Тут не может быть разных точек зрения. Ну, вот такой ответ Москвы. Ну, это, конечно, они, может, и правы, но, с другой стороны, рефракция – это преломление. И, конечно, искривление световых лучей в земной атмосфере как раз приводит к тому, что увеличивается непосредственно. И, конечно, это надо учитывать и в будущем. При подготовке к Олимпиадам вот такие сложные вопросы, которые выходят на, скажем, рефракцию. Понятно, что в зените рефракция равна нулю, а вот как раз в горизонт, когда Солнце начинает появляться, то количество увеличивается. Вот, то есть там надо учитывать еще размер радиосолнечного диска 15-16 минут и величину атмосферной рефракции, она на уровне моря 35 минут. Итого получается почти 50 минут, то есть там 65 градусов и несколько минут. Вот, и так, вот тут нам поступили ответы. Ну, может, ответы потом мы начнем, нет? Так, ну тут вопрос Надежде Васильевне, но просто так как Валентина Федоровна проходила обучение по поводу проверки олимпиадных заданий в Москве. Вот. И здесь вопрос, что если неверно определить товар, первая задача, там все остальное не зачитывается. Нам в Центральной предметно-методической комиссии объяснили, что да, если не указано правильно объект географический, то дальше ничего не проверяется. Я даже сама лично задавала вопрос о том, что если написано там на 3 страницы, а другому, ну, то есть объект неправильно, но о нем написано много, сказали, можно ли его оценить в 1 или 2 балла, запретили оценивать. Вот, запретили оценивать такой ответ, да. То есть если не указано правильно, значит не оценивается, дальше ничего не проверяется, эта задача. Так. Еще ответ, если задача 3, процентность не 0,4, а 0,37, такой ответ засчитывался, он должен быть засчитан
Вот. Да, засчитывался, потому что 0,37 это как бы прибавляется, ну, округляется, и если написано 0,37, то засчитывался. Вот. Дальше переходим к Практической части. Так, ну давайте посмотрим практической части. Прилагалась карта, чуть позже мы увидим эту карту. И, соответственно, вопросы по практической части. Первое определялось. Так, сразу тут не найдешь. Валентина Федоровна, может, мы откроем практическую часть? Карту? Нет, вначале вопросы сами посмотрим. Вопросы. Сейчас мы найдем вопросы. Да. У нас... Нет, там можем открыть вопросы. Нет. Да. Так. Ну вот первое. Какой город изображен в центральной части карты? Вот обратите внимание. Вентспилс оценивался 2 балла. Латвия, потому что данный город находится в Латвии, 1 балл. Некоторые указывали Латвию, поэтому получали 1 балл. Кто указывал и город, и страну, 3 балла. Второй вопрос. Каково хозяйственное назначение линейных водных объектов, расположенных в юго-восточной части карты, на правом берегу реки Вента? Определите суммарную длину этих объектов на местности в метрах в пределах квадрата, который обозначен цифрой 1. Соответственно, это мелиорация земель. Посмотрите, сколько тут дается. Сельскохозяйственная мелиорация, осушение земель, дренаж. Любой из этих вариантов оценивался 1,5 балла. Соответственно, длина этих линий, а сейчас мы карту увидим, чтобы нам дальше было понятно, 3200 метров. Допускалась погрешность плюс-минус 100 метров. Можно, Валентина Федоровна, карту дать? Да. Вот посмотрите, пожалуйста, на карте. Ну, представляете в эту карту. И найдите, пожалуйста, там, где у нас квадрат номер 1. Обведите этот квадрат, видим квадрат. Да, вот этот квадрат, вот этот квадрат. Вот. Все увидели квадрат. Что требовалось? Взять линеечку и измерить в этом квадрате длину всех этих голубых линий. И, соответственно, у вас должно получиться количество в сантиметрах. Вот длина, допустим, этих дренажных каналов 6,4 сантиметра. Плюс 1 сантиметр, 2 сантиметра, плюс 2, 3,4, плюс 1, вот 6,4 сантиметра. Это на карте. Далее мы видим, что это карта, на которой показана километровая сетка. И поэтому, измерив расстояние, мы можем узнать, что 2 сантиметра – это 1 километр, а 1 сантиметр – это 0,5 километра. Поэтому умножаем и получаем, что длина дренажных всех этих каналов и составляет 3200 метров. Так, продолжаем дальше. Следующее. На что бы я хотела еще обратить ваше внимание, потому что с подобными картами, да, чуть, пожалуйста, выше поднимите, посмотрите, сколько много этих каналов, особенно в юго-восточной части, да, вот таким образом. А также мы видим сток в сторону реки, понижению рельефа. Кроме того, мы видим горизонталь минус 5. Соответственно, ни о каком таком процессе, как орошение, тут быть не может. Посмотрите, пожалуйста, природную зону. Это зона лесов, где коэффициент увлажнения больше единицы. И поэтому, соответственно, эти мелиоративные работы и принимались во внимание. Следующее, необходимо было, как вы видите, определить координаты железнодорожной станции Вента. Ответ представьте
формате требовалось градусы, минуты и секунды. На что вы должны были обратить ваше внимание? Посмотрите, пожалуйста, внизу у кромки, да, прежде всего вы должны хорошо были найти, где находится железнодорожная станция. Понятно, на железной дороге. После этого, посмотрите, пожалуйста, мы видим здесь 20 градусов, 57 градусов 20 минут. Это широта этой точки. И отмечено 21-30 градусов. Обратите внимание, это долгота. Поэтому, но почему-то некоторых спутали километровая сетка. И поэтому пошли от цифр 58, 59, 60 и ушли очень далеко для определения. А вы должны были посмотреть прежде всего. Еще там хорошая подсказка для вас была. Можем мы найти эту хорошую подсказку? Посмотрите, пожалуйста. Покажите, Валентина Федоровна. Видите, 57, 25 градусов широта в этой точке и долгота. Поэтому можно было идти разными путями для определения. Можно было определить расстояние от широты 57-25 до кромки, и это составило 5 градусов. А дальше вычислить, чему равен 1 градус, сколько сантиметров, и непосредственно определить до железнодорожной станции Вента. Таким же образом можно было выполнить и определить долготу пункта. Посмотрите, пожалуйста, внимательно еще на кромку карты, и мы здесь видим долготу, можно было идти по другому направлению, по другому пути. 21, 30. Следующее, посмотрите, 21, вот 31. Обратите внимание на полосочку 32, 33, 34, 35 и так далее, и так далее. Таким образом, чтобы определить, где находится данная станция, правильный ответ. Так, станцию вы все нашли. Так, и мы определяем. Да, мы определяем в данном примере, да, вот эта станция, Вента, вот она. Обратите, пожалуйста, внимание, и координаты, которые нам были предложены и проверены нами, конечно, членами комиссии, оказались. Вернемся к нашей таблице. 57 градусов 21 минута 34 секунды северной широты и 21 градус 34 минуты 30 секунд восточной долготы. Допустимое отклонение координат плюс-минус той и другой координаты плюс-минус 10 секунд. Не в градусах, не в минутах, даже видите, а только отклонение могло бы быть в секундах. Поэтому здесь только измерением, подсчетом правильным и должна быть ваша работа. Следующий вопрос, 4. Обратите внимание, как называется вытянутая положительная форма рельефа, расположенная на морском побережье в западной части карты. В западной части карты это дюны. Соответственно, какому типу форм рельефа по происхождению относятся, это, конечно, эоловые формы. Или, конечно, образованы под действием ветра. Ну, эол непосредственно бог ветра. Далее, следующий вопрос. В этой же группе, какому типу форм, значит, это мы уже сказали, как называется находящийся на побережье этого моря объект культурного и природного наследия ЮНЕСКО, на территории которого подобные формы рельефа один из самых крупных в России. И правильным ответом принимался Куршская коса. Обратите внимание, другие варианты не могли быть приняты. Следующее, 5. Какие хозяйственные объекты, связанные с основной специализацией изображенного на карте морского порта, обозначены таким же условным знаком, как на рисунке 2. Ну, давайте теперь снова мы вернемся к карте. И мы видим здесь на карте этих условных значков довольно много. Вот посмотрите здесь. Далее, если мы карту в северную часть посмотрим, там очень много таких, посмотрите, пожалуйста, кружочков.
Ну, вы должны прежде всего знать условное обозначение топографической карты. Это нефтехранилище, нефтяные цистерны, склады горючего, газ-вольеры. И это оценивалось в 1,5 балла. Далее необходимо было назвать любые 2 российских морских порта в бассейне Атлантического океана, имеющие сходную с этим портом специализацию. Как мы уже догадались, это нефтепорт. Порт, который занимается вывозом нефти. И таких объектов довольно много, которые вы могли привести. Мы видим здесь под 5 цифрой, обратите, пожалуйста, Приморск, Высоцк, Новороссийск, Санкт-Петербург, Усть-Луга, Порт-Кавказ, Туапсе, Тамань, Севастополь, Порт Светлый, Калининград, тоже принимался ответ, Таганрог, Темрюк, любые 3 из перечисленных. Мы видим здесь 1 порт 0,5 балла, 2 порта 1 балл, 3 порта 1,5 балла. Если 4 порта, все равно максимум был 1,5 балла за это задание. Но некоторые называли другие порты, вы знаете, допустим, Архангельск, это порт по вывозу леса и так далее. То есть каждый порт специализируется на тех или других товарах. Итак, 6-й пункт. Мы видим здесь, какой объект, расположенный в северо-восточной части карты, обозначен таким же условным знаком, как на рисунке 3. Так, снова это, конечно, нефтепровод, но можем карту посмотреть. В северо-восточной части карты, чтобы вы определили. Ну, вначале давайте посмотрим, а потом уже карту. Так, и далее спрашивалось, на территории какой страны начинается крупнейшая в мире транспортная система, частью которой он является. Это, конечно, Россия. На карте изображена часть ветки магистрального нефтепровода Полоцк-Вентспилс, входящего в систему Дружба. Так. Ну и далее давайте мы посмотрим 7-е задание. Вначале давайте 7-е задание мы на карте посмотрим, как надо было его выполнять. И заодно и посмотрим нефтепровод. Да. В 7-м задании, так, вот карта, вы видите, здесь очень хорошо представлена. И 7-е задание. Рассчитайте величину расхода воды в метрах кубических в секунду в реке Вента в створе АБ. То есть вы должны были найти створ АБ. Предположив, что поперечное сечение ее русла имеет форму прямоугольника. То есть уже заявлено, что форма прямоугольника. Ответ надо выразить в метрах кубических в секунду и привести расчеты. Мы видим, что ширина в этом месте реки 254 метра. Глубина в этом месте реки около 8 метров. 8,1 1/100, да? 1/100. Кроме того, если мы внимательно посмотрим на реку, которая представлена здесь, в южной части указана скорость течения. Обратите внимание, стрелочка, на этой стрелочке указана 0,1. Так, ну, раз форма нам представлена, то нужно было, соответственно, вы прекрасно понимаете, расход воды в реке рассчитывается как произведение площади поперечного сечения русла на среднюю скорость течения, поскольку считаем, что поперечное сечение русла в данном створе имеет форму прямоугольника, то его площадь является произведением ширины реки на глубину. То есть 254 метра вы должны были вначале умножить на 8 метров или 8,1. Так, вы получили величину, а потом должны умножить на скорость течения. Вот отсюда вы должны были получить 203,2 метра кубических в секунду. Это и есть расход реки в этом створе. В каждом створе расход свой. Так, ну а 8-е задание. Может ли наблюдатель, который стоит на земле, в населенном
пункте Гурни, найдемте Гурни на карте. На карте. А мы тут, я уже сказала, потом мы еще раз посмотрим, Валентина Федоровна. И смотрит строго на запад. И смотрит строго на запад. Вот, посмотрите, пожалуйста, на запад. Так. И далее отмечается здесь. Может ли он увидеть море? Растительность и непрозрачность атмосферы не могут препятствовать видимости. И ответ нужно было пояснить в данном примере 8. Конечно, увидеть он не может. Высота точки наблюдения 5-10 метров. Это вы должны были посмотреть по горизонталям. Обратите внимание, что горизонталь проходит чуть восточнее -5. Вот она, горизонталь. Дальше вы можете видеть, что находится возвышенность и отметки высот 25, 30. И даже есть здесь геодезический знак. 31, посмотрите, метр высота. Поэтому в направлении на запад море не будет видно. Так, далее, 9 вопрос. Может ли судно, которое имеет осадку 4 метра, карту снова, двигаясь строго по... Ну, давайте ответ посмотрим. Да, мы видим, может, так как максимальная глубина в точке Х больше 5,4 метра. Ну, теперь давайте посмотрим на карту. Посмотрим на карту. Читаю вопрос. Итак, 4 метра от осадка. Двигаясь строго по фарватеру, подняться вверх по реке Вента до точки, которая обозначена крестика Х. Обратите внимание, если учесть, что от киля судна до дна реки должно быть не менее 1 метра. 4 плюс 1 это должно быть глубина более 5 метров. А габариты судна позволяют ему пройти под всеми мостами. Считайте, что максимальные глубины в реке увеличиваются к устью. Ответ вы должны пояснить. Итак, мы уже говорили, что сможет пройти. Почему? Потому что, соответственно, глубины непосредственно указаны. Теперь от точки А до Б 8. Если мы посмотрим дальше, непосредственно к югу 5,47. Понятно, что раз последовательно идет углубление, ну, конечно, сможет пройти. И последнее 10. Определите часть территории какого населенного пункта изображена на фрагменте снимка Земли с космоса на рисунке 4. Снова смотрим карту, и мы сейчас вам покажем тот кусочек, который изображен был у вас непосредственно. И правильный ответ стал «не». Обратите внимание, вы должны были указать. Теперь покажем тот, если мы найдем, конечно, листочек, Валентина Федоровна, где он у нас? Вкладки. Где? Да, вот этот листочек. Покажем еще один. Вот этот. Для ребят. Для ребят и для тех, кто заинтересован непосредственно в задании. Обратите внимание, второй лист. Вот посмотрите, пожалуйста, что мы здесь видим. Море на востоке. Обратите внимание, железная дорога, лесной массив, отмечен в данном примере поселок. Вот кусочек карты, строго направление север-юг, запад-восток. И этот участок только в одном месте карты, который только что мы с вами и увидели. Соответственно, за каждое, снова возвращаемся к нашей таблице, за эту практическую работу максимум вы могли получить 20 баллов. 20 баллов за данную таблицу. Вот так вот тут поступили вопросы, чтобы уже не забыть. Правда, надо указывать, какой пункт, кроме задачи. Я так поняла, что спрашивается о второй задаче, и, значит, почему не засчитали ответ решения, а это решение создает мелиорации. Дело в том, что там не предусматривался ответ мелиорации. Уровень воды в реке понижался из-за добычи песка. То есть добыча песка шла, то есть песок шел на строительство мегаполиса Москвы, который был, крупных городов. Вот. Или это... Это к практической части, Валентина Федоровна. Извините, я не поняла, я подумала, что на второй вы, задаче. конечно, правы.
Вот. Мелиорация – это все виды работы по улучшению почвы. Это если вы знаете. Соответственно, но в данном примере, для данной конкретной территории, если вы написали мелиорация, она вычитывается. Но в ответах еще раз вернемся к нашей таблице. Мелиорация земель, сельскохозяйственная мелиорация, осушение земли, дренаж, любой из этих вариантов. Понятно, что орошение, где коэффициент увлажнения больше единицы, является неверным. Поэтому принять такой ответ орошения, где только что я вам показывала, какой отвод осуществляется по дренажным каналам в сторону реки, где территория даже ниже минус, посмотрите, 5 метров, и речи быть не может. Так, теперь перейдем к тестовым заданиям. Ответы на задания третьей тестовой части. Первый вопрос. Кто из русских землепроходцев в 1643-46 году, впервые выйдя из бассейна Алдана на Зев, спустился по Амуру в его устье? Ответ предусматривался Василий Поярков. Второй вопрос. Кто является автором первого атласа Российской империи, составленного в 1624-1737 годы? Ответ Кириллов Иван Кириллович. Вопрос третий. Как называется способ картографического изображения, показанный на рисунке 1? Правильным ответом была карта-диаграмма, потому что карта-диаграмма это географическая карта и плюс диаграмма. То есть здесь мы видим географическую карту и еще и диаграмму внутри. Вот. Четвертый вопрос. Какое государство обязано своим названием надеждам первооткрывателей найти на его территории месторождение золота? Ну, здесь правильный ответ Коста-Рика, то есть богатый берег, или есть варианты золотой берег, потому что Кот-д'Ивуар это берег слоновой кости. Вот. Габон название от реки Мбе, то есть по форме устья там и называлось. Ну, Мадагаскар очень много разных вариантов, поэтому вот Коста-Рика ответ. Вопрос 5. Название каких гор нет на картах Германии? Нету Бременского леса, есть только бременские музыканты мультфильм, да, вот леса такого нету. Так. Следующий вопрос. 6. Какая из перечисленных горных систем является наиболее молодой? Наиболее молодой системой гор является Карпаты, это Альпийская или Кайнозойская складчатость. Алтай это Палеозойская складчатость, Каледонская, Герцинская, Апалачи тоже Каледонская, Герцинская или Палеозойская. Скандинавские горы Каледонская складчатость тоже палеозойского возраста. Так, вопрос 7. Граница какого четвертичника ледения показана на рисунке 2? Конечно же, Днепровского. Название леденения они и называются по тому географическому объекту, до какой границы, южной границы, докуда доходили. То есть Валдайская доходила до Валдайской возвышенности, Московская до широты Москвы, а Днепровская, вот максимальное оно было леденение, спускалось двумя языками по Днепру и по Дону. Вот. Ну, Обская тоже до Реки примерно, да, поэтому правильный вариант Днепровская. Вопрос 8. Какая из форм рельефа не является карстовой по происхождению? Карстовым не является кар. Кар это ледниковая форма циркообразной формы, находится в высокогорьях горных хребтов, относится к формам ледникового рельефа. Поле это самая крупная поверхностная форма карстового рельефа. Панор это у нас естественные отверстия, трещины, там каналы и так дальше, которые находятся на дне карстовой воронки и так дальше. Ну, каверна тоже в основном карстового происхождения по форме рельефа. Вопрос 9. Какое государство произвело независимость в 20 веке? Хочу обратить ваше внимание, что вопрос очень сложный. Мы тоже задавали вопрос в Центральную предметную методическую комиссию. И участники, вы, наверное, обратили внимание, что сначала вам был засчитан ответ многим Афганистан, так большинство ответило Афганистан. Потом баллы были сняты. Потому что Москва дала ответ, я сейчас его вам покажу, что нельзя такой ответ засчитывать. Поэтому правильным засчитан только кто ответил Монголия. У кого был Иран и Афганистан, жюри вначале засчитала, но Москва этого не разрешила. Вы должны понять, что сейчас работы, вы видите, не сканированы, их запрашивает Москва. Вот кто там будет, кто будет ехать в Российской империи, проверит, и ничего это хорошего не приведет. То есть просто мы будем писать объяснительную, почему мы так проверили, не в соответствии с критериями. Вот. И поэтому мы не имеем права
без разрешения Центральной предметно-методической комиссии менять критерии. Вот как они указаны, вот то, что мы спросили, что нам разрешили, мы как бы поставили, оценили. А если нету такого разрешения, то мы должны следовать строго критериям, которые нам представлены. Вот мы написали вопрос в Центральную предметно-методическую комиссию. Вопрос 9. Ответ не может быть однозначным, исходя из формулировки вопроса. То есть мы пришли к мнению, что вопрос не совсем был правильно сформулирован. В 20 веке провозгласили независимость не только Монголия, но и Афганистан. Ну, Иран там идет под вопросом по разным источникам. И, по-видимому, предполагалось выбрать страну, находившуюся в колониальной зависимости, то есть бывшую метрополию. Если был вопрос сформулирован, что страна находилась в колониальной зависимости, была бывшей метрополией, то есть зависела от какой-то страны, то, наверное, ответы были бы более правильные. И вот мы спросили, какие ответы на данный вопрос мы можем оценить как правильные. Ну вот ответ Центральной предметно-методической комиссии Москвы. Иран сразу отметается как правильный ответ. Персия или Иран не теряла государственности. Смена строя и революции, происходящей в 20 веке, а равно как и потеря ряда территорий, не привели к исчезновению или появлению нового государства. Российская империя, то есть потом называлась СССР, потом Россия, то есть суть одно государство. Афганистан, которые ответили вот Афганистан, выбрали большинство участников. И еще раз повторяю, балл был засчитан, потом снят из-за ответа Москвы. Афганистан, да, территория была зависима, однако сам по себе Афганистан не провозглашал независимости. В 1919 году независимость пришла извне. Британия в конце большой игры сформировала независимое государство, изнутри никаких движений в сторону независимости и не было. Но Япония и того подавно никогда не была в зависимости. Но это мы согласны, что Япония, да. А вот Монголия, именно это государство в ряду из 4 стран и провозгласило независимость в 20 веке. В 1921 году не только произошла смена строя, но и Монголия объявила независимость от Китая, автономной республикой, которой являлась до этого времени. Долгое время эту независимость никто не признавал, кроме СССР, но и этого было достаточно. После Второй мировой войны Монголия при поддержке Советского Союза быстро признается многими странами мира и становится членом ООН. И вот даже Центральная предметно-методическая комиссия, она вот так и выделила желтым. То есть это не мы сами, то есть они так и прислали и согласились, что вопрос довольно трудный. И снова нацеленный не только на оценку освоения школьного курса, но обладает олимпиадной спецификой. Но как бы засчитывать другие ответы, как вы поняли, мы не можем. Да, мы не можем, не имеем права и так дальше, иначе это все равно ничего хорошего не приведет. Поэтому баллы были обратно сняты, то есть сначала мы засчитали, потом убрали. Да, потом убрали, потому что с этого года у нас проверка немного происходит по-другому, то есть мы должны все свои сомнения или вот как бы если мы там с чем-то не согласны, спрашивать разрешение на изменение критериев. Сами мы их менять не можем. Должны строго следовать тому, что указано. Так, продолжим дальше. Так. 10 вопрос. Какая территория обладает наибольшей густотой речной сети? Это Кольский полуостров. 11 вопрос. Какой из перечисленных регионов не является виноградарским? Это Сконе, потому что полуостров Сконе это южная часть Скандинавского полуострова. Янти это долина в Италии. Ясно, что это там растет виноград. Мозель это до реки Мозель. Вот, это умеренный пояс, тоже есть виноградники на отвесных склонах выращивают. И такая это находится в Венгрии. И небольшая часть Словакии, это южная часть умеренного пояса, тоже выращивает виноград. 12 вопрос. На каком из маршрутов навигация в 2018 году началась 15 мая, а закончилась 5 октября? Это тоже, конечно, довольно сложный вопрос. Братск и Иркутск, там из-за того, что из Байкала вытекает Ангара, и осуществлялась навигация по Ангаре. Ангара называется как бы быстрая река, да? Вот. На ней навигация осуществляется, бывает до 1 декабря. Вот. В связи с этим этот вариант не подходит. Казань-Свияжск была навигация с 1 мая по 21 октября. Вот. Соловки тоже идет с июня до середины сентября, или до 1 сентября, потому что там из-за того, что море замерзает, и оно тает позже. Ну и очень сильные бывают еще и волнения.
Да, ну там еще море так поздно растаивает, обычно начинается навигация с июня. Или до середины сентября, до 1 сентября. Это Разоводский жил, вот это был правильный ответ. Какой из перечисленных маршрутов... вот, извините, я повторяюсь. Вот, 13. Какой из перечисленных островов является крупнейшим по площади? Ну, здесь по карте можно посмотреть Октябрьской революции. 14. Какое определение соответствует рельефу участка земной поверхности, изображенного на топографической карте? Ну, вулканические, вы видите, что вулканических конусов здесь нету, иначе были бы там крупная форма, круговые загибцы происходили. Камовые это тоже мелкие круглые холмы, таких вы тоже не видите. Камовые это водно-ледниковые формы рельефа. Вот. Карстовые тоже оно обозначается по-другому, там различные овальные формы и указаны без штрихами, что это понижение, а чаще всего это карстовые воронки. И видно, что здесь преобладает эрозионный рельеф. Обратите внимание, здесь очень хорошо показано. Здесь посмотрите, пожалуйста. Ой, это прежде всего не туда ткнула я. Вот посмотрите, пожалуйста. Это все овражная система. Вот она представлена, овражная система. Вот она. Горизонтали близко подходят друг к другу. Обратите внимание. И направлены в сторону понижения рельефа. Да, то есть много эрозионных форм, видно, водотоков, оврагов. Вот. Овраги, балки. 15. На каком из рисунков изображен Брюссель? Конечно, тоже ответить сложно, кто не был в Брюсселе, но здесь можно было отличить по вот этой модели атома. Символом Брюсселя является атомиум. Он построен в 1958 году. Это модель кристалла железа. Ее высота составляет 102 метра. И он был, эта модель железа, атома железа была, модель кристалла железа была построена ко всемирной выставке. И вот именно по этой модели кристалла железа, было определить. Единственной в мире, можно было вот определить Брюссель. Ну, кроме того, посмотрите разводные мосты на Санкт-Петербург. Посмотрите, пожалуйста, формы, которые здесь даны, религиозных сооружений, мечетей. Поэтому все остальные не подходят. Да. 16 вопрос тоже очень сложный. Назовите город, в котором проживает самая большая по численности община итальянцев. То есть сами понимаете, что это же надо знать. Итальянцы у нас проживают 59 миллионов итальянцев в стране, а 58 миллионов почти столько же, разбросаны по всему миру. Ну вот, оказывается, в Сан-Паулу община у нас. В Сан-Паулу проживает итальянцев больше, чем, например, в Риме и в Милане. Вот. Ответ Сан-Паулу. 17. Представители какого народа численностью примерно 40 миллионов человек, относящиеся к иранской группе индоевропейской языковой семьи, не имеют своего национального государства и компактно проживают на территории 4 государств. Ну вот здесь ответ у нас курды наиболее подходит. Они проживают в Восточная Турция, это Северный Курдистан, Западный Иран, Восточный Курдистан, Северная Сирия, Западный Курдистан и Северный Ирак, Южный Курдистан. Баски тоже проживают, ну, как бы не на одной территории, это Северная Испания, Юго-Западная Франция. Ну, и цыгане... Только 2 государства, да, но цыгане по всему миру. Ну, там не соответствует их количество, то есть по численности населения больше всего, а цыгане, они и в Европе, и в Америке есть, и в Северной Африке. Поэтому подходит, конечно, можно было между басками и курдами. Ну, вот курды. Баски на территории 2 стран. Да. 18 вопрос. Какое утверждение в отношении картографической проекции верно? Ну, давайте разберемся. Тут уже есть подсказка в самих ответах. В равноугольных проекциях сохраняются пропорции площади. Но раз сказано, что равноугольные проекции, то значит сохраняются углы. Это неверно. Да, сохраняются масштабы вдоль определенных, то есть сохраняются углы, уже видно, что это неверно. Так, в равновеликих проекциях сохраняются углы. То есть раз равновеликие, значит, что должно быть? Сохраняются площади. А сильно наоборот искажаются углы и формы. И правильным ответ является произвольных проекций искажаются углы и пропорции площадей. А в равнопромежуточных проекциях сохраняются углы и пропорции площадей. Видно, что равнопромежуточные тоже, то есть у них сохраняется масштаб вдоль определенных линий, а углы и площади как раз искажаются, они сохраняются. Вот правильный ответ. Так, 19 вопрос. Ареал распространения какого вида деревьев показан на рисунке 4. Ну, бук лесной у нас Морозов
не любит, у него трескается кора, если мороз выше, сегодня температура выше -4, ниже -4 градусов, поэтому он не подходит, он только у нас в Европе, там на Кавказе, в Калининградской области. Дуб черешчатый тоже так не распространяется на восток, он в основном в восточноевропейской равнине лиственница сибирская, она в Сибири, вы видно, что не показано, да? И, конечно, подходит больше всего сосна обыкновенная. И 20-й вопрос. Какое государство занимает наиболее высокую позицию в рейтинге стран по вовлеченности в международную торговлю? Ну и, конечно, ответом является Иран. Он занимает 5-е место. Остальные страны... Сингапур занимает, да, правильный ответ Сингапур. Потом у нас 13 место, например, Япония аж 13 место. Франция 21 место, а Индия аж 96 место. То есть тут страны взяты не близкие. Сингапур очень развитая страна. Вот. И вот такие предусмотрены ответы. Вот у нас показано, если вы хотите проверить. Правильный ответ. Да, правильный ответ. Мы пока вам масштаб уменьшим, можете перепроверить. Вот, пока цифры, буквы сравните со своими. Вот. Хотим обратить ваше внимание, вы видите, что там у вас неоднократно исправлялись значения баллов, то есть мы их неоднократно пересматривали и как бы добавляли в баллы как можно, насколько могли, в пользу ученика в соответствии с критериями. Вот. А там, где уже указан однозначный ответ, и вот мы вам озвучили и в Москву обращались, то есть мы уже больше и выше оценить не можем. Ужесточились условия проверки, вот, поэтому Москва работы перепроверит, и все равно даже, как бы, если мы там или посчитаем, что больше, то они все равно эти баллы снимут и считают, как они считают правильно. Поэтому проверили мы с учетом критериев Москвы, того, что нам разрешили. Извините, Да. Ждем ваших вопросов. Да. Ну, чтобы не тратить время на бумажную волокиту с апелляциями, поэтому мы сейчас еще будем вас ожидать. Если есть вопросы, мы вам ответим. У нас ваши работы здесь есть, мы можем посмотреть, если есть какие-то моменты, и скажем вам, можем мы вам пересмотреть баллы или нет. Да. Так, еще есть два вопроса. Мы сейчас посмотрим работы, вот, и вам дадим ответ. Так, ну, вот тут Миша спрашивает, когда я замерял длину канала, у меня получилось ровно 6 сантиметров. И с учетом масштаба длина этих каналов вышла 3000 метров, а в ответах 3200 плюс-минус 100. Не имеем права. Так, и еще один. Так, это у нас 11.01, да? 11.01. И что сейчас мы посмотрим? Так, что там у нас получилось? Задача Европа, значит, это вы даете вот не этого человека. Нет, это А что я хочу еще сказать, дорогие ребята? Пока тут Валентина Федоровна находит ваши задания, хочется отметить, что подготовка к Олимпиаде – это очень серьезная работа. Очень серьезная работа, которая касается и подготовки на высоком уровне географии, раз, теоретической части. Это второй, практической части. И засчитывает, конечно, еще и знания, посмотрите, на эрудицию. Хорошо, что вы нам тут нашли, потому что хоть мы и 100 раз перепроверяли, как только что тут сказали. Но все равно, видите, да. Да, там правильный ответ, конечно, Европа. Сейчас мы сразу добавим, чтобы вам апелляцию не подавать на нас. Мы проверяли члены жюри разные задачи, потому что мы специализируемся. Каждый проверял ту или другую задачу.
Кто-то практическую часть, кто-то тестовую часть. Члены жюри здесь Да. не все присутствуют. Да. Там найдите, пожалуйста, сахар. Сейчас я найду. Вот она. Да. Вот точно Европа, правильно. Европа 1 балл. Мы Да. вам добавляем 1 балл. Да, мы согласны. Да. Мы согласны. Просим У вас прощения. номер 1101, да? 1101 у вас, да? Да. Да, 11:01. Да, добавляем 1 балл за задачу номер 1, да? Да, страна 5, вот. Да, Получается, да. к практическому трудности. Или... Не-не-не, это задача это номер сама 1, задача. 10-11 класс. Так, это получается... Теоретический. Теоретический Да, плюс плюс 1. 1. Давайте мы сюда еще добавим. Да, сейчас И мы выведем дадим там. карандаш. Ага. Я написала, завтра по такому. 1 балл. Это пока временно. Да, да. Временно мы. Нет, почему время? Нет, это мы временно выставили. А, да. Выставили. 40 получается 2,5. 42,5. Да. Спасибо, что вы очень внимательно посмотрели свое задание. Так. Ждем еще ответов. У вас это, из-за этого он у нас предварительный. Есть протокол, что с учетом того, что у нас тоже время ограничено, и как бы проверять. Так. Можем ли мы добавить, я не знаю, Валентина Федоровна, ниша. Когда я замерял длину канала, у меня получилось ровно 6 сантиметров. Миша, я тоже посчитала. Вот у меня получилось 1 сантиметр, 2 сантиметра, 2,4, 1, 6 и 4. Ага. У вас вышло сколько? 6,4? У меня получилось 6,4, но, соответственно, раз километровая сетка, 6,4 мы умножаем на 0,5 километра. Итого 3,2 километра и 3200 метров. Может добавим 1 балл, как бы. А как тогда в Там другие тоже 1,5 поднимем? балла. А, там 1,5 балла, да? Там дается 1,5 и допускается погрешность. Посмотри, какая большая погрешность. 100 Да. метров плюс-минус в ту или другую сторону. Не знаю, может ваша линейка не очень была точна. Конечно, надо, Не можем сказать. когда проводите измерения, надо с точностью все до миллиметра, потому что в сумме потом набегает. Не так примерно. Вот Да. очень-очень точно измерять. Потому что цифры даны. Вот. Просто если вы даже напишете апелляцию по поводу этого вопроса, исходя из критериев, мы сможем сможем пересмотреть. поднять. У нас же указано, что 3200 должно быть плюс-минус 100 метров. Вот. Так, ну, мы желаем всем участникам больших успехов, особенно 11 классу в подготовке предстоящих экзаменов государственных, сдать хорошо, поступить куда вы желаете. Ну, а всем остальным приложить максимум сил. Ну и, конечно, читать специальную литературу, географическую, как вы уже поняли, расширять свой кругозор, потому что успех складывается из 3 составляющих. Хорошие знания теоретической основы, практической основы и высокой эрудиции. Не только в области географии, как я уже сказала, а то, что требует именно наш предмет география, это знание многих и многих других предметов. И биологии, как вы сегодня видели, насчет различных растений, и истории, исторических фактов, ну и, конечно, скажем, химии и многого-многого другого. Итак, мы завершаем нашу, я думаю, что работу. Внимательно посмотрите, если где-то что-то еще комиссия не заметила, то скажите нам, мы еще раз перепроверим вашу работу. Хотя еще раз говорю, каждая работа проверялась не одним экспертом. Ну и что же? Желаем, чтобы часть участников поехала на Всероссийскую Олимпиаду, и среди них, чтобы были победители, призеры. Очень на это надеемся. Ну, для этого вы должны хорошо подготовиться. Те, кто поедет на Всероссийскую Олимпиаду. Задания очень сложные. До свидания. До свидания всем.